Добрый день, сотрудник Росгвардии, капитан полиции Латыпов. Проходите. Нужно проверить сохранность вашего оружия. Сегодня сотрудники Росгвардии пришли к охотнику Алексею Федорову. Мужчина владеет оружием уже около 30 лет. Дома хранится ружье и автомат. Прошу. Как показала проверка, все документы в порядке, оружие в сейфе, ключи только у владельца. Также мужчина установил дома сигнализацию и решетки на окнах. Пожалуйста, решетки. Как вообще относитесь к подобным проверкам? Я отношусь к этому сугубо положительно, потому что все эти мероприятия, они подряд держат в тонусе владельцев, не дают им расслабляться, потому что оставлять бесконтрольно дорого встать может. Всего за неделю в Татарстане проверили более 2000 владельцев оружия. За различные нарушения правоохранители изъяли и отправили на временное хранение 40 единиц огнестрела. В основном люди не уведомляли то, что переезжали с одного места на другое. Условия хранения оружия было нарушено на момент проверки. Там или супруга, или дети открывали оружие. В Татарстане сейчас почти 45 тысяч владельцев оружия, у которых на руках 72 тысячи единиц различного огнестрела. За нарушение правил хранения грозят штрафы и административная ответственность. Незаконное владение оружием без разрешительных документов карается уголовной статьей. Законопроект об ужесточении оборота оружия накануне уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Эти поправки обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства в четверг. Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Я понимаю, что это и очень дорого, и длительный срок. Тем не менее, это необходимо делать в свете того, что сейчас происходит. Представьте мне свои предложения в письменном виде, с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертном уровне. Как можно быстрее. Планирует повысить возрастной ценз для владельцев оружия до 21 года, ужесточить требования для получения охотничьего билета, а полномочия по выдаче справок закрепить только за государственными клиниками. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.